Показать нашу республику во всей красе, ее богатую культуру, самобытность и активную позицию молодежи региона. С этой целью делегация Ингушетии летит на первый слет Всемирного фестиваля, который организован по поручению президента страны Владимира Путина и пройдет под эгидой «Россия согревает». Нашу республику представят молодые и амбициозные представители активной молодежи. Место встречи – Нижний Новгород. Отбор начался несколько месяцев назад. Нам дирекция форума выслала различные задания, которые мы должны были пройти. Это по типу видеовизитки, эссе, почему мы хотим туда попасть, и на различные другие тематики. После чего, после того, как мы выполнили задания, скинули их дирекции, они выставили баллы. И вот мы уже совсем недавно, где-то месяц назад, узнали результаты, и сегодня выезжаем. От мероприятия мы ждем массу положительных эмоций, в первую очередь, профессионального опыта. Конечно же, в свой вклад в организацию такого большого, насыщенного мероприятия. Нашу делегацию представляют сотрудники пресс-служб, наставники навигаторов детства, общественные деятели, волонтеры и молодые лидеры. У многих за плечами очень полезные проекты, направленные на улучшение жизни особенных детей и не только. Хади Хашигульгова в прошлом году принимала участие в Всемирном фестивале. В этом году девушка вновь получила возможность обменяться опытом. У меня уже был опыт, и я знаю то, насколько это масштабное событие. Несмотря на то, что в прошлом году у нас было 20 тысяч участников, а сейчас у нас на слете 2000 участников, это еще больше показывает то, что отбор был очень сложным. Из 60 тысяч человек стать участницей, мне кажется, это большое достижение, тем более в нашей республике. Я жду, наверное, самое для меня интересное, это, конечно, новые знакомства. Ребята из 120 стран мира, в моей команде тоже ребята из порядка 10 стран, Южная Корея и всевозможные прочие страны. Поэтому жду в первую очередь знакомства, связи и, наверное, интересную какую-то образовательную программу, потому что говорили о том, что у нас будут различные лекции с интересными спикерами, различные батлы. У меня много интересных проектов, на самом деле я в движении уже 3 года, уже накопились, и увидела, можно подавать заявки, уже открыли. И я думаю, почему бы не попробовать себя. Сделала анкету, записала видеовизитку. Честно, вообще не думала, что она пройдет. Я вообще не знала, как это прошло. Но прошла, победила. И вот сейчас я здесь. Да, Энделе, круто проведем время, познакомимся с новыми людьми и приедем. У меня есть проект, которого я автор как раз-таки этого проекта «Слышим сердцем». Это хотим создать театр, в котором будем показывать для глухонемых или каких-то людей, у которых есть какие-то отклонения, какие-то, может быть, представления, чтобы у них тоже была возможность проявить себя. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 17 по 21 сентября. Там соберутся более 62 тысяч человек из 175 стран. Заявки на участие поступили из Марокко, Узбекистана, Индии, Эфиопии и Пакистана. Это главное событие года в сфере международного молодежного сотрудничества. Слет пройдет в формате интерактивной модульной площадки. Участников ждет яркое шоу, батлы по актуальным молодежным темам и мастер-классы от ведущих экспертов. На площадке слета также пройдут кастинги в лейблы проектов. Молодые люди смогут испытать себя в экстремальных видах спорта, стать авторами самой большой картины в мире и многое другое. После проведения основной программы слета 200 иностранных гостей отправятся в 10 российских регионов, где их ждет погружение в историю, культуру и традиции России. Такие уникальные мероприятия позволяют молодежи стать частью нашей большой страны. Удачи нашей делегации пожелал и глава республики Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале. Сегодня молодежь в Ингушетии стремится быть частью крупных мероприятий, и такие слеты дают им возможность укрепить дружеские связи и установить партнерские отношения не только в России, но и за ее пределами. В нашей республике более 60 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, и мы стараемся поддерживать их во всех направлениях. Для нашей республики это особенно ценно. Мы открываем себя миру и показываем, что нам есть что предложить. Когда молодежь общается напрямую, без границ и барьеров, рождается доверие и дружба. Слет молодежи – это еще один повод заявить о себе, показать, насколько молодые люди в нашей стране болеют за ее будущее, придумывают полезные проекты и улучшают жизнь вокруг нас. Рина Сычоева, Билал Ахильгов, Магаз 24.